Главным результатом универсиады, как и любого мирового форума, в конечном счете является общий резонанс от того, как все было организовано, какие эмоции это вызвало у участников и гостей, каким дальнейшим действиям и поступкам это стало стимулом. На этом фоне даже медальные зачеты команд вторичны. Накануне универсиады и даже по ее ходу звучали голоса о том, что универсиады не являются играми первого порядка. Здесь можно сказать только одно, что престиж тем или иным играм в конечном счете задают их организаторы. Очень многое из мировых спортивных и неспортивных форумов когда-то не котировалось вообще. Даже Олимпийские игры почти до середины 20 века не представлялись многим суперважным действом. И только от раза к разу, повышая качество организации этих игр, вызывая колоссальный резонанс, поднимая планку для будущих организаторов, удалось вывести и те же Олимпиады, и многие другие мировые спортивные и иные форумы на их нынешний высочайший уровень. С этой точки зрения китайский Шэньчжэнь, сейчас Казань, в совокупности сформировали все предпосылки для превращения универсиады в спортивное действо номер 2 после Олимпийских игр. Вряд ли кто-нибудь сейчас захочет понижать планку и отказываться от такого уникального и, как оказалось, полезного во всех отношениях форума. И потому сейчас несколько слов именно об организации игр, о тех эмоциях, которые вызвала наша универсиада у людей, приехавших со всех уголков мира. Ура! 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 После 5 лет подготовки других эмоций от президента ФИСУ никто и не ожидал. Клод Луигален, как сам признался, на русском выучил только слово «восторга» – «Ура!». Оно и не мудрено. Когда огонь универсиады прибыл в Казань, у всех в сердце были радость и трепет ожиданий игр, ожидания чего-то масштабного и доселе невиданного. В деревню администраторы спортивных команд начали заселяться еще в конце июня. Первые 100 человек сразу же обозначили, кто в доме хозяин. Кстати, интересный факт о деревне. В ней могут разместиться 12 тысяч человек. Для них 28 электрокаров, 4 лаунж-зоны, площадки для футбола, волейбола, баскетбола, свои магазины, аптека, медицинский центр и даже салон красоты. А зимой работает каток. Универсиада деревня ваша отличная, очень чистая, организованная, красивая. Домом же для журналистов на время игр стал главный медиацентр, который разместился на стадионе «Казань-Арена». Здесь проходили самые важные пресс-конференции, и здесь же концентрировались все СМИ мира. Первыми обживаться начали коллеги из Малайзии. Для меня самое важное – связь. Wi-Fi здесь хорошо работает. Здесь все организовано. В одном месте можно получить всю информацию об играх. Это очень удобно. И самое долгожданное – это открытие игр. 45-тысячный стадион был заполнен гостями со всего мира. Казань – один из самых красивых и старейших городов нашей огромной и многонациональной страны. Сегодня здесь собрались успешные молодые спортсмены. В эти торжественные минуты ваши сердца бьются в унисон. Вы вместе, плечом к плечу и объединены общими чувствами и общими идеями. Общие идеи и общие чувства здесь обязательно будут. Это же Казань, говорит американский спортивный журналист Стив Келли. Когда я собирался сюда, то я думал, что это Казахстан. Я полюбил этот город. Я не мог поверить своим глазам. Это превосходное сочетание древнего и современного. Этот город полон энергии. И когда я гулял по Кремлю, я понимал, насколько это волшебно. И это невообразимо, что в 21 веке здесь могли сохранить историю государства в таком первозданном виде. Я обязательно вернусь в Россию. Знаете, у меня был список стран, в которые я хотел бы поехать, но там не было России. Вот теперь я думаю, какой же я был дурак. О том, что до универсиады о Казани они не знали, сетовали многие иностранцы. Они просто не могли поверить своим глазам, и все твердили одно – Казань – лучшее, что они видели. Коморцы участвуют в универсиадах. Последние в США, в Китае. А сам я первый раз на таком большом событии со своим атлетом. И мне очень нравится Казань. Я лошадей видел только на Мадагаскаре. И вот в Казани. А у нас есть только буффало. Вот смотрите, какие в Казани красивые девушки. Здесь есть то, чего нет в других местах. Казань очень красивый город. Здесь нужно обязательно побывать в качестве туриста.
I love it. Я первый раз в России. Это очень красивый город. Я влюбился в него. Лето проходит у нас потрясающе. Здесь очень много людей. Все они дружелюбные и открытые. Это великолепная улица. I love Russia. Yes, good job. Very good job. Go Kazan! Wonderful job! Не знаешь, расскажем, даже покажем. Такого знакомства иностранные делегации не ожидали. Сабантуй татарский с размахом мировым. Делегаты со всего мира зажигали по татарскую народную и под русскую этническую. Гости не только увидели, как город готовится к играм, они дух татарстанский на себе ощутили. Perfect! Ничего лучше, чем этот праздник в своей жизни еще не видел. Для африканцев Россия настоящее открытие. Они ведь думали, что шапки-ушанки покупать надо, чтобы от зимы круглогодично укрываться, да топор, чтобы от медведя отбиваться. А вышло, что жара тут африканская, а по улицам давно уже косолапы не разгуливают. Казань очень развитый город, как я понял, в культурном плане. Татарская культура и русская. И это очень кстати преподносится к универсиаде. Гостеприимство ощутили и туристы. Во время игр в городе их заметно прибавилось. В их числе и жительницы Кейптауна, что в Южной Африке, с почти супершпионской фамилией Бот. Сувениры покупает по исконно российским традициям в самый последний день. В городе у нее все впервые: общение на русском и странные сувениры, и даже метро. Я первый раз в метро. Дело в том, что Кейптаун – город, окруженный водой. Из моего окна видно Атлантический океан. Отличное метро. Бесконечное соревнование по рекордным 27 видам спорта, в которых разыграно также рекордное количество наград. Игры начинались с самого утра и заканчивались далеко за полночь. Микс-зона – место, где спортсмены откровенничали с журналистами и признавались в любви к Казани. Поразительно, суперволонтеры, а какая деревня, просто курорт. Уж точно не деревня, суперлюди, город, атмосфера. Казань очень красивый город, не устаю повторять. Мы ездили к Кремлю, я в культурном, хорошем шоке. Уезжать не хочется. Невообразимая игра. А какая организация? Мы просто в шоке. Мы выиграли потому, что это все было в Казани. Влюбились в город и жители, да настолько, что в парке Универсиада появилось дерево любви. Здесь очень дружелюбные и открытые люди. Я люблю Россию. Я болею за Россию и хотел бы признаться в любви к этой стране. А еще я люблю Рубин. Ну и, конечно, признавались в любви татарской кухни. Хочется схватить этот треугольник и бежать. Одно из самых любимых мест – ресторан в деревне Универсиады. На площади 13 тысяч квадратных метров все настоящее и лучшее. Это и продукты, они от татарстанских производителей. Фирменные блюда всех кухонь, их 5, как и континентов. Посланцев, которых принимает главный ресторан Универсиады. Здесь каждый день варят, жарят и пекут 1500 блюд. Американской, европейской, азиатской кухонь. Я физиотерапевт, и кухня отвечает всем параметрам здорового питания. Не ожидал, что здесь будет еда по традициям ислама. Спасибо for Russian. Когда только начиналась церемония закрытия, еще не все осознавали, что двухнедельный праздник подошел к концу. Тогда ночью 17 июля всех пришедших попросили заполнить открытки с пожеланиями. Каждый в них загадал что-то важное, несомненно. Но одно было общее у всех – увидеть эту волшебную универсиаду вновь. Уже в конце церемонии вместе с воздушным шаром в небо взлетели наши открытки. А ведь мечты сбываются. Так обещали организаторы шоу. Диана Махмутова, Республика. Итоги недели.